Могу вам совершенно уверенно заявить, что автозимник функционирует совершенно исправно, проезд по нему обеспечен, транспорт идет, груз доставляется. Всего наша сеть федеральных дорог по Российской Федерации 51 тысяча километров. На 1 января 2016 года 63,6% находится в нормативном состоянии. Перед Федеральным дорожным агентством стоит план к концу 2018 года довести 85% сети до нормативного состояния. Разработан проект на доведение автозимника с 3-й категории до 1-й категории автозимника. Соответственно, там должны быть выполнены большой комплекс работ, в первую очередь по устройству искусственных сооружений. Там необходимо построить 2 моста через речки, очень большое количество водопропускных труб, расчистка полосы отвода, уширение земляного полотна. И, соответственно, выполнение всего этого комплекса работ позволит продлить работу автозимника, позволит более быстрее доставлять груз перевозчикам. Пока у нас только разработан проект, на сегодняшний день, сами знаете прекрасную ситуацию, федеральный бюджет в части Росавтодора, к сожалению, сейчас идет сокращение. Средства, которые влияются на ремонт, на капремонт, у нас 12,5% сокращения в этом году уже. Поэтому сейчас возможности профинансировать эти работы у Федерального дорожного агентства нет. И сейчас мы как раз обратились ко всем недропользователям, кто задействован, кто заинтересован, да, в работе автозимника, с предложением, чтобы они тоже приняли участие в финансировании этих работ. Поэтому надеемся на их взаимопонимание, на их поддержку в этом плане. Всего проект у нас порядка 6,3 миллиарда рублей. Проект состоит из 3 этапов. В принципе, можно реализовывать этот проект поэтапно. Первый этап — это самый грузонапряженный со стороны по Иркутской области, который проходит участок, откуда, в общем-то, идет весь завоз. И 3-й этап — это как раз этап уже здесь со стороны ТАСС-Юреха. То есть, в принципе, эти 2 этапа, они самые первоочередные, которые необходимо реализовывать. Их стоимость составляет порядка 3–3,5 миллиардов рублей. В свете того сокращения бюджета, которое сейчас проходит, понимая важность дорог для региона, потому что, по сути дела, сеть не разделена, да, это у нас 3 основных направления. Это трасса Вилюй, трасса Колыма, трасса Лена. В общем-то, объезда никакого нет. Поэтому мы в своей работе стараемся этому региону уделять большое внимание и здесь выполнять те программы, которые у нас запланированы.